Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен жүздескеніме өте қуаныштымын. Друзья, помните, первый наш выпуск был посвящен формуле приветствия, употребляемой в казахской речи. А сегодня, в последнем нашем выпуске, мы с вами рассмотрим формулу прощания. В казахской лингвокультуре формулы прощания коштасу понятие очень многогранное. Наиболее распространенные, часто используемые в различных ситуациях в повседневной жизни является формула саубол, сауболнес. Ее русским эквивалентом является «до свидания». Саубол состоит из двух слов. Сау – здоровый и бол – будь, то есть дословно сочетание переводится как «будь здоров». А суффикс «нс» служит показателем вежливого обращения к собеседнику. При большем расположении к собеседнику используется также формула «аман сауболнес», в котором компонент «аман» переводится как «невредимый, здоровый». Таким образом, он усиливает пожелание здоровья и благополучия собеседнику. Близкий по смыслу является формула «кош саубол», употребляется значительно реже. «Кош» переводится как «прощай», и тем самым все выражение приобретает оттенок прощания надолго, а то и навсегда. Вариантом данной формулы является «кош сауболнес», что значит «прощайте». Наряду с упомянутыми формулами прощания в казахском языке существуют также следующие. Келесі кездескенше, до следующей встречи. Көріскенше күн жақсы болсын, всего хорошего. Жақсы жатып, жайлы тұрыңыз, спокойной ночи. Ертеңге дейін, до завтра. Жолыңыз болсын, доброго пути. Ал әзірше, ну пока. Сәт сапар, счастливого пути. Употребление некоторых из них ситуативно обусловленное. Жолыңыз болсын, сәт сапар употребляются перед отъездом куда-либо и представляют собой доброе напутствие. Жақсы жатып, жайлы тұрыңыз, что дословно означает «хорошо вам лечь, благоприятно встать», употребляется при прощении перед отходом ко сну. Такие формулы прощания, как келесі кездескенше, до следующей встречи, ертеңге дейін, до завтра, употребляются достаточно редко. Формула прощания ал әзірше, ну пока, может встретиться среди молодежи в неофициальной обстановке общения. Друзья, а вы знаете, что в списке множества традиций казахского народа особо можно выделить уленмен коштасу, прощание стихами. На самом деле, из, казалось бы, простейшего ритуала прощания казахский народ смог создать традицию большой духовной ценности и значимости. Скорее всего, зарождение традиции уленмен коштасу связывается с дальними поездками. В таких случаях прощались словами и фразами более полными и содержательными. Аксакалы благословляли путников, произнося ободрительные и напутственные речи. Дорогие друзья, мы с вами не прощаемся, а лишь говорим «жақсылықта жүздесейік». Увидимся в хорошее время. Не забывайте время от времени пересматривать наши выпуски, продолжая изучение казахского языка. Ведь язык – это история народа, язык – это путь к цивилизации и культуре. Аман сау болыңыздар, достар!